Вон, видите, тут сколько рябин. И сразу появились рябчики. Вон он лежит, и есть наш он. Он наш. Все равно на рябчика с мелкашкой тихая охота получается. Ну, такой звук, щелчок, слышно еще, выстрелил еще. Не из того, как с карабина бахнешь. А с мелкашкой она... Вот поэтому я и выбрал именно вот это промысловое оружие. Очередная лёжка у медведя, ребят. Аккумулятор, конечно, разрядилась, но включился там буквально на секунду. Прям свежий, вон он. Короче, такая фигня. Шланг целый вроде. Обошлось. Или чуть-чуть уже пропускает. Не могу понять. Даже не поленились. Столб поменяли. Новый столб установили. Он старый. Вот. Такое шикарное болото тут. Тишина. Если здесь вот по этой кварталке, вот да, где вот где-то вот так проходит. Примерно, наверное, не больше 3 километров. Там изба. Вообще настроения никакого нету по тайге ходить. Никакого. Сейчас вот прошелся вообще. Какая-то вот тишина. Ни одного взлета нету. Ничего нету. Только рябчики возле реки радуют еще. Вот такие дела, ребят. Даже косачей нету. Ну и клюквы нету. Ничего нету. Почему так? Ладно, идем потихоньку дальше. Ягод нету, клюквы. Вот, одна штука. О, нечего собирать. Кислятина. Невкусная на этом болоте. Бывает болото, не очень вкусная клюква. Крупная, вкусная. Вон они. Ну да. Следы. Тут ездили на койра, так называемый вездеход. Ну не вездеход, а мотособака на гусеницах. С 2 гусеницами. Название койра. Угу. Перебор, кислые какие-то они. Витамин северный. Вон они. Мало. Идем вот оттуда, с южной стороны перешли болото. И здесь, смотрите, какая стена леса. Здесь, оказывается, дальше уже не чистили просека. Они ушли на юг, ой, на восток или на запад. Короче, повернули в другую сторону. Здесь придется наугад так. Вот такие старые зачесы еле видны. Ну и, конечно, очень много подсада. Это хорошо по вычищенной просеке бродить, ходить. Вот все по старинке. Что можем и потерять запросто просеку.
Хороший выстрел, ребят. Появились рябчики. Рябины появились. И тут рябчик. Камера была выключена. Я просто шел. Отсюда он где-то кормился рябиной. Взлетел и улетел. Потом свистел. На самца вообще не отозвался. На самочку сразу подлетел. Еще самочка вон улетела. Но это нормально. Самочку оставляем, пускай летает. Ну, первый рябчик. Пойдем посмотрим. Вон, видите, тут сколько рябин. И сразу появились рябчики. Вон он лежит, и есть наш он. Он наш. Вот так вот. Ну вот, сегодняшняя первая птица. Вон он, ребят, рябчик. Крепкий. Крепыш. Такое хорошее место. Глухариное, так скажем. Лоши проходили. А птицы нету крупной. Здесь такой полукруг еще дам. Тишина. Так красиво тут. Вообще. Такой рябинник молодой. Хорошая кормовая база тоже для лосей. Место понравилось. Да и чай попью, думаю. Без костра, без ничего посидел. Ну, не густо пока. Не пусто, но и не густо. Терпеть можно. Одну птицу добыли пока, и то ладно. Из такого количества терпимо. В одном месте только их 4 штуки, наверное, было. Потом 4 там. Потом 2 еще в одном месте были без съемки, без ничего. Я только видел, как он взлетел. 2 самки там вместе были. И вдалеке еще слышно было самцы. Ну и тут еще вот, получается, 2 штуки их было. Самца я подстрелил, самка улетела. И все. Больше пока ничего я не видел, никого. Дождь прекратился, вообще дождя нету сейчас. Ну, пасмурно, конечно. С утра стреляли, а сейчас стрельбы вообще не слышно. Первый привал. Сейчас передохну, чай попью спокойно. И уже скоро выйдем на дорогу. Именно на вчерашнюю дорогу, где целый день мы бродили. До ручья сходим, не спеша. И обратно буду спускаться. Развернусь и обратно по дороге буду спускаться.
Там только мы, если увидим только рябчиков. И все. Сегодня вот такая охота у нас. Очередная на рябчика. Какое утро, такое и настроение у рябчиков. Они активные в основном когда, скажем, солнечное утро, с заморозками когда. Вот такие моменты, они активны, они легче отзываются, подлетают близко. Самое максимальное расстояние у моего оружия, я рябчика стрелял примерно 100 метров, где-то вот так. Может чуть дальше было, но 100. Дальше не получалось. Глухаря стрелял из 100 метров. Косача 120, наверное, метров было. На дальше расстояние я не стрелял никого. До 100 метров оружие Север, не буду хвалить, но оружие Север хорошее оружие. Он как бы универсальный. Вот с гладким стволом можно там из пули стрелять. На уток можно с ним ходить. В лед стрелять можно. Скажем, с мелкашки можно стрелять и по боровой птице, по пушному зверю с оптическим прицелом. У меня была мечта купить это первое оружие. Второе оружие. Сперва у меня двустволка, вот, которое я перерегистрацию сделали, дед мне передал. Потом я купил вот это. Через 5 лет. И 5 лет прошло, я купил вот Север оружие. И уже очень много с ним. Столько уже мы с ним ходили. Столько охоты было. Чего только мы не добывали из этого оружия. Поверьте, много чего. И пушные, и птицы, и... Короче, кто вот, я говорю тем, кто вот, как сказать, не может определиться, что взять из оружия. Чисто мелкашка, она, знаете, вот, с мелкашкой пойдешь, а там встретишься ты со зверем, или же утку уже в лед не выстрелишь. А комбинированное оружие, оно вообще идеальное. Именно с мелкашкой. С карабином уже не то. С карабином она не нравится. Отзывы нехорошие такие. И все равно на рябчика с мелкашкой тихая охота получается. Такой звук, щелчок, слышно еще, выстрелил еще. Не из того, как с карабина бахнешь. А с мелкашкой она... Вот поэтому я выбрал именно вот это промысловое оружие, так называемое. Это промысловое оружие. Но тяжелое, блин. Она тяжелая. Оружие тяжелое. У меня двустволка 2 раза легче. У этого с оптическим прицелом будь здоров вес. Я, наверное, видео тоже снимал, как я показывал там карабин, сколько весит, и оружие Север сколько весит. Вот так. Сейчас у меня, наверное, выключится, там аккумулятор разряжается. Короче, я пью чай дальше, отдыхаю и пойдем только вперед. Бахнул очередного рябчика, ребят. Съемку я прекращаю, так скажем. Вон он еще дергается. У меня пауэрбанк разрядилась. Я не знаю, как заряжал сегодня ночью. Зарядки там нету. Короче, вот такие выстрелы. Сегодня уже самочка. Сегодня уже снимать не стану. Вот только вот, скажем, если удастся еще кого-то добыть, буду показать. Да, одна шкала, все. Пипец, короче. Съемка сегодня у меня. Очередная лёжка у медведя, ребят. Аккумулятор, конечно, разрядилась, но включился там буквально на секунду.
Прям свежий вон он. Вообще свежий. Я потерял очередного рябчика. Что как было, я чуть позже в избе расскажу. Ну вот, ребят, я уже возле избы подсоединился к основному пауэрбанку. Это 50 тысяч миллиампер тут. Ночью я вечером маленькие пауэрбанки оставил на зарядку. Но когда я вот там еще, когда заряжается, диод загорается и он горит. И просто вот был направлен на меня. Я просто вот так передвинул и все. Наверное, где-то что-то, контакты, что-то причина в контактах или я не знаю, что и думать. В общем, я сегодня пошел на охоту с разряженным пауэрбанком, аккумулятором. И весь процесс охоты я не смог заснять. Но, поверьте, так было в конце, вот как все у меня закончилось, как сказать, съемка, все настоящее началось. Все прекрасное за кадром осталось, как я стрелял. Я добыл нормальное количество птицы. Чуть позже я вам все расскажу. И чуть позже покажу улов сегодняшний, что я поймал, какой размер щуки. Сети я уже забрал. И, как сказать, у меня вон лодка. Надо снять лодку оттуда. Но перед тем, как сниму, выгружу, я еще схожу, возьму все эти поставушки на лима. Тут у меня чайник, горячий чай хочется попить. И сейчас еще один момент покажу. Когда я ехал, и сейчас я увидел прям, я не знаю, смотрите. Видите, что случилось? Чуть у меня не порвалось тормозной шланг. Вот такая беда, блин. Вот. Короче, такая фигня. Шланг целый вроде. Обошлось. Или чуть-чуть уже пропускает. Не могу понять. Да вроде нормально все. Пипец, вот такая, да. Мог и вообще порвать этот шланг запросто. Такая коряга, блядь, зацепилась по пути. Там, когда объезжаешь, там ямы по кустарникам. Видите? Вот так вот. Ну что, сейчас по-быстрому свои дела я буду делать. Соберемся и поедем. Я еще приготовлю салат из помидоров. Там овощи у меня есть. По-быстрому салат приготовлю, чтобы перед отъездом покушать. И там за столом я все расскажу, как было. Блин, реально интересные выстрелы были. Сегодня вот такая оплошность с моей стороны, что ли, блядь, не проверил зарядку вот эту. Но этот пауэрбанк тяжелый, чтобы таскать. А 8000 миллиампер, он на целый день не хватает. Что на рыбалке, вот там у меня разрядилось, считай. И здесь вчера вот тоже. Уже в последнее время я очень не экономил. На целый день, вот когда целый день включенный, он не выдерживает. Сегодня старался экономить, а не посмотрел. Да этот диод-то вообще разряженный был, блин.
Так, ребят, ну вот такой улов сегодняшний. Стандартные щучки. 4 штуки и 1 окунь. Вот. Вот такой рюкзак, ребят. Даже белый рюкзак не помешал нашей охоте. Даже, скажу вам, очень удачной охоте. Вот смотрите, с такой веревкой, лямкой. Ужасный рюкзак. Но, знаете, я про это никогда не скажу плохого. Потому что на скорую руку сделал, я бы вообще без рюкзака был. Ну и тут полмешка рябчика вон. Надеюсь, видно. Так, ладно, сейчас сперва, наверное, разберусь с рыбой, почищу, потом уже буду готовить еду. Чайник закипел, надо кастрюлю, сковороду помыть, посуду, одним словом. Вообще хоть не останавливайся, все время что-то крутишься, как белка. И между прочим, я сегодня 2 белок видел. Одну белку в тайге еще, когда на рябчика ходил, там свистел, и вот одну белку видел. И вторую белку на лодке, на маленькой лодке. Я, короче, до сети уже забирал. Я плыл, и вот там еще одну белку. По берегу он бежал, чик-чик, на дерево. Ну, главное, они уже хорошие. Сам по себе красные еще, не спелые, но хвост уже пушистый такой. Ну, хвост уже пушистый. И с задней стороны он начнет синий, ну, станет синий. Шкурка уже синяя, когда станет голубого такая расцветкой, то уже можно добывать. Ну, 50 рублей я их называю. 50 рублей. Вот. Ребят, такой острый нож в руках у меня. Вчера вот первый раз чистил рыбу. И, блин, чуть неловкое движение, прям режет рыбу. И я, если честно, немножко боюсь этого ножа даже. Бывает, когда, скажем, тупой нож, ты, если по пальцу получишь, то рана не такая будет, как у этого ножа. Вообще, это огонь нож. Страшный, вообще, блин, режет. Рано или поздно, наверное, притупится, но сейчас, пока новый, с хорошей заточкой, это понимаю, нож. Так. Ну, примерно так и чистим. Самый стандарт такой размерчик, примерно 40 сантиметров. На жареху самое то. Пипец, как режет. Фух. Алмаз. Действительно как алмаз. Ну, желудок пустой, вот и щуки попали. Когда они сытые, они вообще неподвижные. Похрену им все. Вот. Короче, чищу рыбу в данный момент. А нож хороший, действительно, вот такой. Ух, боюсь, лезвие такое острое.